Владислав Шуликов. Будут браконьеры, засранцы. А что за гидрик? Супер гидрик. Хорош мусорить на озере, ну сколько можно. Я никому об этом не говорил. Внутривенно? Нет. Внутримышечно? Абсолютно нет. Нет, Всем привет, дорогие слушатели. В общем, я решил попробовать новый формат, небольшое интервью с очень интересным лично для меня человеком. Сегодня у меня в студии Владислав Шуликов, правильно? Правильно. Круто, спасибо, что Чингис. приехал. Спасибо вам, что пригласили. Влад совсем недавно переплыл Иссык-Куль, причем не в ширину, а в длину. Владислав Шуликов плыл напрямую через всю длину озера Иссык-Куль, а это больше 180 километров, практически без остановок и отдыха. Ты как вообще дошел до этого? Люди приезжают на Иссык-Куль там искупаться, отдохнуть, да, и никому в голову не придет, а почему бы его не переплыть? Зачем вообще ты до этого, как там вот родилась идея в голове? Ну, вообще, идея не так давно, кстати, появилась об этом. Ну, то есть я видел, что люди плавали в ширину, и для меня это было, как не масштабно и неинтересно. Нифига себе, то есть 60 километров на уровне 1600 метров над уровнем моря, это не масштабно, да, переплыть за один день? Да, я смотрел, думаю, мне кажется, так любой может. Потому что, и спрашивал людей, говорю, как в длину не пробовали, не хотели бы. Мне говорят, ты что, говорит, куда ты лезешь? То есть люди в ширину плавают, не доплывают многие. То есть проводят соревнования 11 километров. Я говорю, это тоже неинтересно, не масштабно. То есть это могут люди делать. Самое удивило меня то, что никто до этого не сделал это, и ни у кого не пришла идея раньше меня. Мы даже когда, то есть у нас была пресс-конференция месяца за полтора до заплыва, то есть мы сказали людям, всем сказали, что вот такой заплыв готовится. Честно скажу, боялся даже, что кто-то раньше это сделает. Серьезно? Да Серьезно. психов нету, хорошка, что там бояться? Я вообще думаю, ты сейчас трещишь надо мной, угораешь. Нет, честно, я даже, представляете, каждый день я обновлял, писал всяким людям, говорю, не знаете, никто не собирается, никто не собирается. Просто думал, мы такую идею масштабную и хорошую дали людям. Я думал, честно, кто-то быстрее обгонит, кто-то сделает это раньше. Ну так как тебе в голову-то пришло? Вот можешь вспомнить этот момент, да, когда тебе вот упало яблоко сверху? Года два даже назад, наверное. Это мы были на Иссык-Куле на сборах. То есть как раз в тот момент вот парень с Казахстана переплыл в ширину. И я увидел, мне тоже захотелось, но мне было интересно. Парень из Казахстана переплывал год назад летом. Да, вроде бы да, год назад. Блин, я его имя забыл, извините. Виталий Худяков. Да, Виталий Худяков, блин, сорян, вообще мега чувак, мы с ним бегали на Иссык-Куле. Да. Заплыв прошел легко. Ожидание, конечно, было, что будет плохая погода, волны, будет очень холодно и некомфортно плыть. То есть у меня в голове эта идея засела, я никому об этом не говорил. Потом месяца через 3-4 я подошел к отцу своему и говорю, мы так и так. То есть, отец мой учится, у него есть организация по очистке дна Иссык-Куля. Ага. То есть у них фонд такой. И вот я к ним подошел, думаю, они непосредственно связаны с Иссык-Кулем. Думаю, они могут как-то помочь организовать это. Они в тот момент в ширину тоже переплыли эстафетой. То есть они знающие люди, я подошел, спрашиваю, как это, что это. Они говорят, даже не думай. Он говорит, сын, даже не думай, это, говорит, идея очень плохая, даже никому не говори, а то посмеются над тобой. То есть он говорит, днем, в принципе, возможно плыть, но ночью, то есть это постоянно. То есть 3 часа можно плыть без остановки. Потом вылезти и через час прыгнуть и еще раз поплыть, говорит, это, слишком ужас, тяжело, да. Тогда давай расскажи чуть-чуть про свое прошлое, да, сколько тебе лет, как давно ты занимаешься и какие у тебя успехи вообще в плавании? То есть, я вообще профессиональный плавец, то есть бассейный Да человек. ты что? Закрытый, да, мастер спорта международного класса, чемпион Азии, участник Олимпийских игр, юношеских, то есть в Буэнос-Айресе. Чемпион Гран-при в Европе, то есть очень много таких достижений именно непосредственно в плавании. Ты про дистанции расскажи. По дистанциям, то есть, рекордсмен Кыргызстана, где-то 20-30-кратный, думаю. Именно я баттерфляем плавал. На какую дистанцию? 50-100 баттерфляй. В основном это мои. То есть я плаваю все и кролем, и комплексом, и на спине. Что угодно, да? Все и угодно, рыбкой, разносторонний, и человек. дельфинчиком, Да, и китенком, как Да. угодно, да? Понятно, слушай, просто... Короче, ты в бассейне с детства. У тебя сейчас сколько? 21 год. 21 год. 2-3 раза в день тренируешься и... Да, как профессиональный всю жизнь. спортсмен, да, всю жизнь на сборах, всю жизнь.
Теперь вот расскажи, 181 километр, да, какие ты себе рамки установил, какие правила были, да, и вот ну, получилось ли в этих рамках закончить? То есть сначала мы думали сделать это без остановки. То есть полностью я прыгнул один раз и поплыл. Но Я на машине посчитали, да, не то могу есть 180 проехать. это, Ты проплыть хотел. реально, вот это, мне кажется, уже невозможно. Ну, это тоже как большая цель дальнейшая для меня. То есть в целом можно будет и так попробовать. То есть мы заявили сразу, что мы плывем, то есть без лопат, без вспомогательных предметов. То есть без досточки, без лопаток, без лаз, без трубки. Просто И гидрик, шапка, очки. гидрик, шапка, все, да, то есть и теплоход. То есть спал я примерно ночью по 2, по 3, по 4 часа, то есть в зависимости от состояния и погодных условий. Мы говорили, заявляли о 4 днях, но я сказал всегда, на всех пресс-конференциях, везде говорил, что 4 дня идеально, неделя, то есть на погодные условия, запас 3-4 дня минимум. Так и вышло, то есть мы проплыли фактически за 4 дня. Один день, получается, на 4-й или на 5-й день волны по 2,5 метра были и в обратную сторону. Ничего себе. То есть если бы волны были в другую сторону, в нашу, то есть в какую нам нужно, я капитану говорю, если бы волны были, я бы прыгнул, да. Я и капитану говорю, давайте я прыгну, отснимем, то есть сделаем красивый кадр, хотя бы как-то что-то проплыть. Он говорит, нет, отдыхай, говорит. То есть, даже погодные условия сейчас против нас. Говорит, ты не сможешь плыть в такое время. Давай расскажем, как все началось. Первый день, когда стартанул? Первый день у нас, получается, старт был с Каракольской пристани, там самая дальняя точка Каракола. Проплыл ты 60 километров? Да, получается, там еще небольшие проблемы были с GPS-трекером у нас. Кстати, то есть там расскажи. из-за связи, то есть там связь не ловила, у нас не было вышки, ничего не было, первое время. Потом мы с этим, конечно, разобрались. Первый день я кругами намотал еще 6 лишних километров. Офигеть. Да, первый день самый сложный был. То есть у меня была первый день цель проплыть как можно больше, потому что вот именно в Караколе, в этом заливе, там мне сказали, что проходит 5 проточных рек и очень холодная вода, градусов 14 была вода. То есть первый день, да, у меня был такой самый сложный, самый напряжный день. Офигеть. Подожди, во сколько стартанул? В 7:30 утра. 7:30 утра. Да. Выспался нормально? Да, то есть, нет, конечно, не нормально. Там Ночь есть, была очень такая, Не я спал. думаю, Да. вы знаете, что как бы это перед важным событием всегда такое. Тревожность появляется. Короче, ты уже первую ночь не спал, 7:30 стартанул, 60 километров проплыл, и когда закончил в первый день? Где-то в 8 вечера или? Да, где-то под вечер мы закончили. То есть я делал перерывы где-то, то есть выйти, там в туалет сходить, что-то такое сделать, перекусить. А как это выглядело? Вот ты, допустим, плывешь, потом вот раз тебе нужно выйти, ты поднимаешь. Я говорю команде, что мне нужно выйти. Ага. То есть я доплываю до теплохода, теплоход останавливается. То есть, мы плыли, то есть не относительно теплохода, теплоход уплывал, то есть становился на точке, ставили они точку на GPS-трекере, то есть они стоят. То есть мы плывем, у нас есть в лодке, получается, моторный тоже GPS-трекер, мы доплываем, получается, до теплохода, я доплыл до теплохода, вылез, то есть в лодку, и уже непосредственно с лодки на теплоход залазил, потому что там невозможно было, там теплоход большой, то есть мне приходилось в лодку снять, потом из лодки в теплоход, то есть снял гидрик, там перекусил что-то, минут 20-15 отдохнул, мне сделали массаж, проверили состояние, то есть, и поплыли дальше. Офигеть. Так, подожди, первый заплыв в 8 вечера Первый кончается? заплыв, первый день мы плыли, я посмотрел, часов 15 у нас вышло. 15, если 15 7:30. часов, да. То вы Примерно вообще по безостановочно. ночь тогда закончили, где-то в Да, 11? безостановочного плавания там вышло. Да, то есть мы и Офигеть. ночью, ночные этапы у нас были. Вот подожди, ты давай, вот мы закончили Поочередно. первый день, потом ты пошел спать. Да, Сколько спал? честно не помню. Часа 2-3, 3 часа, Серьезно? да, где-то. Не Очень мало 8, спал. не 10? Нет, не старался. А ты что, будильник поставил? Да, ставил будильник. То есть на корабле мне вообще тяжело было. На теплоходе спать вообще очень тяжело. То есть вы было. не куда-то отплывали, вы прям там? Да, на мы этой там прям, то точке есть спали? точку поставили на GPS-трекере, даже если наш теплоход относило, мы возвращались на исходную позицию, и с нее я же начинал плыть. Спать в теплоходе. Итак, второй день. Второй Ты день. где-то уже в 3 ночи встал, да, там? Да, И, встал, чё, и сделали прям заплыв, в ночь поплыл? сделали заплыв, да, то есть мы сделали заплыв, я вылез опять так же, по состоянию, мы все Ты делали так сделали заплыв. Второй день какой по времени заплыв был? максимально много, то есть я не считал даже, Ну, примерно. примерно часов 12 точно мы плыли, без остановки. Офигеть. И еще полтос набрал где-то, да? Не, чуть меньше. Второй день травмировался очень сильно. То есть первый день, я бы даже сказал, зря мы столько проплыли в первый день. Лучше бы я оставил сил. Я был на кураже таком. И у меня, то есть плечевые суставы дали о себе знать. То есть все суставы
весь кальций, Затрещали, все, да? да, все затрещало. То есть ну, такая супер нагрузка для организма, для суставов, для костей, для всего. Капец И вообще. психологическое состояние немножко Слушай, ну, пошатывалось. давай расскажи, раз ты пришел к психологическому состоянию, какие ощущения были во время того, как ты переплывал Иссык-Куль? Ой, а успел подумать обо всем. Первые дни было спокойно. Ага. То есть и команда, все было прям, ну, у нас идиллия, можно было так сказать, с командой, со всеми Мгм. участниками. Ага. Были, конечно, моменты, нюансы, когда мы ругались. Но первые дни все плавно было, спокойно, я держал себя в руках. Мгм. Но самое сложное начиналось на ночных заплывах. Мгм. То есть у нас была лента, то есть, там, ну, как сказать, получается... Куда плыть? Там же темень вообще. да, никак. мы это тоже продумали. Мой отец это сделал. Получается, взяли мы шланг и эту как светодиодную ленту внутри шланга протянули, 25 метров у нас была. Мы привязывали ее к этому, к лодке моторной. И, получается, 25 метров лента, как дорожка у нас была ночная. Да ты чё? То есть мы настолько все это, ну, продумали и даже этот момент, как плыть ночью. Потому что ночью мы пробовали без нее плыть, это невозможно. Просто То есть ориентирование. такая темень еще, знаете, да. Но самое сложное ночью было, ночные этапы, потому что и команда хочет спать, все хотят спать, все злые, все устали. Еще мне команда говорит, давай плыви. Они все сидят в куртках на лодке, я тут все в холодной воде. Я говорю, вы сами прыгните, попробуйте. То есть, ну, конечно, ругались с командой. Вот именно на ночных заплывах уже нервная система немножко подкашивала, не удерживала. Офигеть. Ну, было вот это желание, да ну, все. Вообще нет. Серьезно? Ни на разу? секунду. Мне все говорили, давай, сдавайся, все, хватит. Мне даже наш врач говорил, все, ты уже доказал всему миру, ты доказал всем. Я говорю, нет, даже если мне откажут руки, я доплыву на ногах. Ни на секунду у меня не было, ну, то есть мысли в голове, что я остановлюсь и сдамся. Даже если, когда я выходил с опущенными руками, то есть у меня руки не поднимались настолько, я не мог поднять локти. У меня сначала первый день у меня левое плечо отрубилось, на второй день левое, на третий день правое, на четвертый день локтевой сустав на правой руке, я руку поднять не мог вообще. То есть я кидал руки уже вот так, просто кидал. Но ни на секунду. То есть для себя я решил, ну, слишком много я поставил на кон. Я поставил, грубо говоря, все, что у меня было до этого. Что ты поставил на кон? Ну, даже свое имя, то есть веру в людей, в меня. То есть весь Кыргызстан, я всему Кыргызстану, я на весь мир заявил, что я смогу это сделать. Ко мне подходили люди, то есть и спрашивали, ты реально, ну, то есть, даже помните встречу с вами? Да, мы с вами встретились перед заплывом, мы сказали, ты уверен, ты сможешь, ну, то есть ты понимаешь, на что ты идешь? Я сказал, да, то есть это будет... Между нами, когда Да. ты прошел, я такой, Да, нет. Да, ну, то есть это понятная реакция. То есть люди, да, очень много людей, кто сомневался. Мне кажется, ну, человек 10 от силы, может быть, реально верили в меня и знали, что у меня получится. То есть представьте, если бы я не доплыл, чтобы это да было бы нормально, Ну, чё, для ты меня- просто не доплыл 180 километров, как бы, окей, ничего Ну, страшного. для меня это было бы, ну, не знаю. Я поставил себе цель, как бы невозможную цель для всех людей, с целью доказать, что все возможно в этом мире, если есть желание, если есть люди, правильные люди рядом. То есть самое главное, ну, отчасти 70% успеха было в команде. Сейчас скажу, команда это просто, ну, я думаю, они не меньше достойны этого мирового рекорда, чем я. То есть Да, это вы наш вообще общий знаете. мировой Сколько рекорд. у вас там, кстати, команда У нас человек? человек 15 где-то было примерно. То есть массажист, врач, люди, которые плыли со мной на надувном вот этом каноэ, Мгм. МЧС, капитан корабля, повар, женщина-повар вообще сказочный человек. Чего наготовил? Чем ты питался? Питался обычной едой. Первые дни, Котлетки эти... С пюрешкой, это макароны, совсем, да. пюрешки, да? то есть вполне себя не ограничивал. есть- Внутривенно? Нет. Все, нет, Внутримышечно? абсолютно нет. Все. Нет, то есть нет, Может, то тебя есть я закидывал? помню, даже плов мы ели с шакарапом, то есть со всем Серьезно? вместе, да, то есть Ты еще и чаек там пил, что ли? вообще кайфовал. То есть ничего такого ты хочешь Ну, сказать, у не меня был употреблял? врач, получается, он по совместительству был, ну, отвечал за мое питание. Мне кажется, ты там наштырялся жестко, на колесах был. Потому Я что сам это думал, нереально, знаете- как можно не спать, еще плыть. Говорит, блин, там, наверное, просто печень в разрыве. Я тоже думал, будет тяжело, то есть даже мне сам врач мой говорит, я настолько был не уверен во всем этом, во всем этом деле, в этой авантюре, можно так сказать. Он говорит, я даже не знал, что тебе взять на корабль, что с тобой может случиться. Я говорю, возьми, ну, обычный там
чё, аскорбинку возьми. Я обезболивающее, говорю, на всякий случай, говорю, обезболивающее возьми. Ну вы поняли, да, в общем, решили переплыть Иссык-Куль, берите аскорбинку. Да, то есть Всем ничего бег, такого. ответ, советский То есть я спорт. даже любой момент, кто захочет, могу, то есть допинг-тест дать, это не проблема. Не, ну То сейчас, конечно, не проблема. В Ну, любую минуту, то есть в любую секунду Да приезжайте. какая разница, этот допинг-тест? Он Да. там, Не, ну в просто принципе, не могут помогает. люди, да, которые не поверят. Я всю жизнь, ну, то есть на протяжении всей этой дистанции я говорил, то есть вы можете приехать даже к нам на корабль, посмотреть, что мы кушаем, что мы делаем. Подержать баночку. Да, то есть даже люди сами, которые приезжали, вот на катерах приезжали, на гидроциклах приезжали, да, то есть Ничего. людям спасибо большое, там, ну, привозили всякие напитки, иногда шоколад возили. То есть даже в этом наши люди поддерживали. Ну давай вернемся к твоему заплыву. Итак, второй день, ты ночью плывешь за вот этой лентой 25-метровой. Сколько ты сказал, 12 часов, да, плыл? Ну, где-то, да, 12 часов. Потом сколько ты поспал? У тебя уже отказывает левое Да, плечо, да? в На тот второй день, я день. помню, да, самый сложный день начался. То есть третий день у меня болит плечо, мне надо утром уже плыть. Сколько ты поспал? Часов 5-6 я тогда О, поспал. уже То есть я дал получше. себе побольше отдыха. И ты проснулся через 6 часов, все было нормально? Все и ты абсолютно поплыл. нормально, да. Ну, Ну, и то он есть, тебе вколол что-нибудь? чтоб ничего. плечо- То есть Да, я да. проснулся. Чё, он там помял плечи? да, конечно? массажист вообще, просто у нас человек от Бога был. То есть массажист, Господи, давайте массажист пропиарим от этого Бога. массажиста. Что массажист, он? Как вот его зовут? команда, массажист Тима был. Тима, фамилию скажи. Вот, блин, не помню фамилию. Вот Тима, надо было Тима, да. фамилию. А они все, то есть все ребята, все с ДОСМИ. Мгм. Все, то есть круто. тренера, массажисты, вся, то есть вся компашка. Все оттуда. Да, все Всё оттуда, то круто. есть вся, И да. вот этот массажист из ДОСМИ взял тебе, намассажировал плечо так, Намассажировал, что да. ты поплыл на И третий поплыл, день? да. То есть первое время у меня даже оно не болело. Километре на 10-м, наверное, да, оно начало выбивать у меня, но уже через боль. Плыл через боль, то есть старался как-то, ну, больше отвлечься. Войти как-то в трансовое состояние, да. И на третий день сколько ты смог проплыть? Вот 6 Километров, часов поспал. Блин, честно, думаю, километров 40, тогда 35-40. То есть у нас была цель в день по 35-40 километров плыть. Ну, то есть по GPS бы сейчас нам положить, я бы сказал, где я был. То есть для меня, знаете, как страшный сон, я даже боюсь сейчас вспоминать все это. Как хорошо, что это все представляю. прошло, да. 35 километров второй, скажем, третий 35, уже ты за сотку Да, перевалил. четвертый день хороший день вроде бы. Подожди, до четвертого дня ты поспал, я надеюсь? Еще 6 Я часов? старался спать максимально мало. Ну, сколько? Тоже опять 5-6 Я часов? часов 5-6, не больше. Даже, может, меньше, часа 4 поспал. То есть это, ну, для организма было, конечно, стрессово. Но для меня я был в таком состоянии, что мне нужно закончить, нужно доделать это дело как можно быстрее. Итак, четвертый день, как он пошел? Четвертый день, вот вроде бы в четвертый день, да, были плохие погодные условия. Я сделал только утренний этап, мы вроде встали часов в 6 или в 7. Мгм. То есть я позавтракал спокойно, не торопясь, мы начали. Часов до 2 вроде, до 2-3 часов дня я плыл. Мгм. Да, вроде этот день был. То есть была, в принципе, нормальная, хорошая погода. Ну, холодная вода, это постоянно Ну, была. это Иссык-Куль, Да, и начался шторм. То есть не в нашу пользу, да, вот именно тогда волны вот по 2,5 метра были. Я сам не верил. Не честно. видел. Я сам не верил, то есть мне говорили, там волны на Иссык-Куле были. Я говорю, да вы что, говорю, какие там маленькие И волны. пошла, да? И пошла, да, волна. То есть я говорю, я буду плыть. Капитан говорит, нет, мы не сможем даже стоять на месте. Он говорит, да, мы отплываем сейчас, то есть куда мы отплыли? В резиденцию президента, то есть на пирс. Вся команда вышла с корабля, я остался на корабле, ночевал на корабле, со мной 2 человека остались. У нас было правило, то есть я Ты не вот эти выхожу. рамки, да? Рамки, да. То есть я не выхожу с теплохода. То есть даже если все вышли, я остаюсь на теплоходе, не выхожу, то есть на твердую поверхность. То есть теплоход не считается твердой поверхностью, так Мгм, мгм. заложено. И четвертый день отдохнул, Да. ага. Потом поехал снова на точку. Да, и мы на снова на пятый день точку, да, поехали, на 5-й день поплыли уже. опять 12 часов. Очень, да, в тот день много плыли. Потому что даже мне уже команда говорит, все, остановись, у нас есть запас времени хороший, мы никуда не торопимся. Я говорю, нет, мы вчера отдыхали, говорю, мне нужно нагнать. Так вот, 5-й день, ну а 6-й день уже финиш, да? Да, 6-й день Там уже. сколько тебе осталось? У для нас, рывка? получается, мы доплыли до Туруайгыра вроде бы. Вот честно не помню, да. Ну, то есть я запутался, там уже Анани, Туруайгыр, Мгм. Бустырь, вот это. Ага. Вроде бы, да, мы были в Туруайгыре, и там дальше вроде была следующая точка Сарыкамыш. С Мгм. Туруайгыра вроде бы километра 23 нам оставалось. То есть мы решили разбить это на 2 отрезка. То есть Туруайгыра я прыгнул, проплыл
часа 4-5, наверное. Мгм. Остановились, то есть уже возле конечной точки, то есть у нас уже финишная точка была. Вот мы остановились, я покушал, посмотрели мое состояние. Состояние прям тяжелое было. Последний день был самый сложный. Я говорю, Как это выражалось, вот это сложное состояние? Что у тебя, я не знаю, глаза не открывались, ты дышать не мог? дышать. Во-первых, дышать тяжело. Во-вторых, ну представьте, 6 дней вот в такой воде, то есть на волнах штормит ужасно. То есть все болит, голова болит, все болит, глаза болят. От очков очень болят глаза. Я менял 3 пары очков, и каждые очки настолько надоели, вот эта картинка, давили на глаза. Тяжело было плыть. Ну, Уже все настолько болело, что... Нет, ну, сдаться я не мог. а были вот такие, знаешь, иллюзии? Вот плывешь, и тебе кажется, Вот. о, акула проплыла. Или Да, там, вот это водолаз». вообще самое такое, знаете, на день 3 такое началось. Мне Серьезно? казалось, что слева плывет человек, а справа здоровая рыба, большая черная рыба. Серьезно, Да. ты это видишь? Да, и представляете, продолжаешь Я плыть? продолжаю плыть, да. то есть Чертов псих, как- я бы уже обосрался там. Я убежал плыву, и я вообще. останавливаюсь, я говорю, я вижу человека, он плывет слева, а справа плывет большая рыба. Мне говорят, все нормально с тобой, может, вылезешь, отдохнешь? Я говорю, да, в принципе, нормально. Но самое, что боялся, это самое пугало меня, то есть я плыву, либо бутылка в меня врезается, либо какая-то палка. Вот это было самое страшное для меня. Ты поплыл в гидрике? Да, А гидрик. что за гидрик? Супер гидрик. Самый лучший гидрокостюм, предоставленный вами. Спасибо вам большое. Он очень помог мне прям. Блин, как ты вообще поплыл без гидрика? Я когда Я- узнал, мне за 3 или 4 дня до старта говорят, блин, у тебя есть гидрик? Я такой, что? Парень переплывает из Сикули, у него нет даже гидрика, Вот. серьезно? Да, вот вы нас прям очень спасли в этом. Я думал, в дайверском гидрокостюме придется плыть. Ну да, это, знаете... Это вообще было бы просто... Я сейчас бы сидел, знаешь, весь в бинту такой, замотанный, мумия, все стерто было бы Да, просто. то есть, если бы вы нам не помогли, так сказать, мы бы, да, пришлось... Я бы либо без гидрокостюма плыл вообще, либо же пришлось в дайверском гидрокостюме не Ну, плыть. тогда продолжение рода вряд ли бы случилось. Да. Я думаю. Ужас. Слушай, да, кстати, давайте покажем этот гидрик. Этот Пускай уже Да-да-да, легендарный легендарный гидрокостюм, да. гидрик. Он, между прочим, тебе повезло то, что ты бэушный взял. Он уже такой размягчился, видишь, рукава такие Да, мягкие, вот. на пронос шли. Но я очень Вот переживал за реклама его. вот этой компании. Они мне ничего не заплатили. Более того, мне пришлось покупать этот гидрик. Ну, блин, он все-таки проплыл. Да, Чё-нибудь но самое порвалось? сильно порвался, конечно, в ногах. Так это То я и есть сам из-за порвал, когда в Нет, Питере. вот это вообще... А вот это, походу, тебя акула все-таки Да, укусила, акула да? укусила. Но из-за того, что ноги разбухали, икры разбухали у меня Ага. сильно. И вот Ты это уже прям, не да, пролазил. сильно нет. То есть я пролазил, я плыл, то есть одевал его, все нормально было. Мгм. И он по чуть-чуть со временем начинал. Слушай, Вот. ну а так ничего не пропускал нигде там в шее. Шея, вот я смотрю, у Шея, тебя там, да, это есть. явно не засос. Да, это не русалка. А, ты русалка. Первые дни, да, шея сама страдала сильно. Только суперский гидрокостюм, прям, честно, мне Это с чистым сердцем от человека, который в тебя не верил, но хотел тебе дать максимум возможностей. бля. Слушай, ну я теперь не знаю, я этот гидрик теперь там повешу где-нибудь. Да, он уже теперь он... Да, он вообще теперь... Конечно, после слов, что ты выходил для туалета на баркас, мне стало чуть легче, но я думаю, не каждый раз ты выходил. В этом уже история умалчивает. Да, умалчивает, но я Не, а всё так, то есть, понимаю. и в плане экологии я всегда, ну, мне что самим людям, то есть, понравилось, я плыл, то есть, даже на прямых трансляциях все это так оценили, то есть, я плыву, то есть, если я врезаюсь в бутылку, я останавливаюсь, беру эту бутылку и несу ее непосредственно на нашу лодку, то есть, я столько бутылок, столько всего Серьезно? мусора, да. Ты На еще прямых и чистил озеро, Да, чистил походу? озеро. То есть, я даже в такой, ну, мировой рекорд идет, я останавливаюсь, мне все, даже моя команда говорит, ты дурак, что ли, говорит, ты что ты делаешь? Я останавливаюсь, то есть, если я вижу сеть, я пытался достать эту сеть, то есть, мы 2 сети вытащили. Красавчик вообще. То есть, не молодец. забывали об экологии, постоянно как бы старались. Вот браконьеры, засранцы, Да. видите? Вот Влад красавчик. То есть, даже. когда я доставал сеть, все мне команда говорит, где-то плачет один браконьер. Вот потом после таких запрещают разводить форель на Иссык-Куле и говорят то, что весь чебак исчез. Конечно, исчез, только не из-за форели, а из-за этих сетей. Да. Слушай, ну как у тебя локоть не двигается, а ты там сеть вытаскиваешь? Серьезно? Да, то есть, ну, для меня это было на тот момент важнее, я думаю. Ну, Круто. вы сами знаете, я думаю, это
ну, маленькая, но проблема нашего Иссык-Куля, что есть грязь, люди оставляют мусор, который потом сдувает ветром в озеро. То есть для меня это было несложно. Ну, как, то есть, ну, мое озеро, моя родина. То есть я не мог этого не сделать. Как я могу увидеть мусор и проплыть рядом? Блин, круто, То круто, есть, да, молодец. даже в эти моменты, то молодец. есть на прямых трансляциях, да, даже это есть, эти моменты, я думаю, ну, люди видели все это. Понятно. Ребят, хорош мусорить на озере, ну сколько можно. И хватит браконьерствовать. Да, то есть, Я все понимаю, нужно выживать, но это же как бы общее достояние. Слушай, давай чуть-чуть расскажи про вот эти лодки. Я не очень понимаю. Какая-то надувная лодка была, да, наверное, маленькая, которая ближе к тебе. да, ближе ко мне. То есть у нас сначала было 2 лодки. Так. То есть МЧС, они молодцы, предоставили нам 2 лодки, то есть моторные лодки. Мгм. Но и вторую из-за нужды после первого дня мы убрали. Так. Потому что они создавали большие волны. Ну, то есть нам хватило одной. Так. Одна большая лодка, туда садили оператора, то есть Мгм. постоянная прямая трансляция. Мгм. Человек, который следил по GPS-трекеру, куда мы плывем. Мгм. Непосредственно водитель и спасатель. То есть и человек на каноэ плыл постоянно рядом. И ты залезаешь на вот эту надувную лодку, потом с нее на старый советский баркас, да, вот эти вот, которые ездят. Очень хороший корабль. Чисто теплоход нам, получается, теплоход Москва назывался. Ага. Очень хороший теплоход. То есть Это который экскурсия Аврора, Нет, чё вы полный что, там ответ? уровень серьезнее. я Да? думаю. То есть, да. То есть сам президент нам его предоставил. Да, Круто. Садыр Джапаров, спасибо ему большое. Он, то есть, ну, выделил корабль именно под этот заплыв. И вот ты вышел на берег. Что потом происходит? У тебя Потом организм вообще, Тяжело, наверное, было просто- очень тяжело, да. То есть первое время столько людей, для меня это было, ну, стрессовая ситуация. Я первый раз в таком, столько людей пришли поддержать, именно посмотреть на это, пожать руку, то есть. И для меня тяжело было. То есть я Мгм. вышел, меня качает, штормит, мне тяжело именно. Но я пытался как-то поддержаться, чуть пройтись по дорожке, чтобы потом меня увезли, правда, сразу же почти. Мгм. Но И я чё- даже собрался куда в себе везли? сил, то есть развернулся, сказал всем людям спасибо, показал, что я еще Ты в еще руки смог состоянии. поднять? Да, я поднял руки, закричал. Это, ну, очень понравилось людям, я думаю. То есть я собрался, нашел в себе последние, так сказать, силы Ага, ага. сделать это. Круто. То есть мне настолько было приятно, что столько людей, представьте, столько людей ради меня одного собрались посмотреть на это. Я прям, ну, горд нашими людьми, нашей страной. Настолько, это событие настолько сплочило весь народ, весь мир. Все люди мне пишут: спасибо, ты стал для нас большим примером, что, ну, ты поставил такую невозможную цель для обычных людей и сделал это, да. Блин, очень круто. Я лично в шоке. И вот на секундочку, ребят, чтобы вы там все понимали, да, ты же, наверное, в Бишкеке в основном тренируешься В основном, да. и тренировался, К да? Так сожалению. вот, в Бишкеке нету 50-метрового бассейна даже. Да. У нас в столице Кыргызстана нету ни одного 50-метрового бассейна. Он в четвертаке плавал и доплавался до 181 километра за 6 дней. Это просто какое-то безумие. То есть, я не знаю, вроде бы по состоянию, то есть, ну, по весу я не сильно потерял. Килограмма 4 всего А потерял. сколько ты вообще весил до Вообще, начала? то есть, ну, 70 килограмм я 70. весил до начала. И за 6 дней спустился до 66. 66-65 килограмм, то есть вес плавающий. Сейчас наел назад? Сейчас более-менее наедаю, но ем очень много. То есть сейчас даже ем, вот пару дней прошло, я ем и не наедаюсь. Настолько вот Ну, это стрессовое. Ну, мы думали, будет намного хуже. Мы готовились 15 килограмм потерять. Ага. То есть мне даже сам врач говорил: ты потеряешь килограмм 10 минимум. Но он построил так питание, сделал так все грамотно, что мы... Что все в порядке Что все было. в порядке, то есть да. Молодец, слушай, я в шоке. Ну, Я вот завтра повезу флаг чемпионата Центральной Азии на Иссык-Куль. Мгм. Он прилетает из Кореи, и мне нужно от города Бишкек по объездной довести его до Чолпон-Аты. Ну, это по сравнению с Иссык-Кулем переплыть, это вообще фигня. Но, тем не менее, я столько на велосипеде не катался, где-то 240 километров мне надо проехать. Я как раз думал, чем питаться. Ну, теперь я понимаю, что я просто заеду в Чайхану да, и поем плов. покушайте, просто наслаждайтесь. Это не надо стоить... Ну, это не Iron Man, грубо говоря. То есть там, я не знаю, честно, я не знаю даже, как люди питаются, когда плывут или... А вот едут, давай про такое, Iron честно, Man да. поговорим. Что вообще, как тебя тянет в наш стан после вот этого Ой, всего? честно, да, очень триатлона. тянет. То есть, да, у нас даже есть мысли, у меня есть мысли.
то есть как можно масштабировать это. То Ну, есть- расскажи, поделись, что. Вот я президент Федерации триатлона, Да. так получился, и вот Я товарищ думаю, хочет можно поделиться. сделать триатлон вокруг Иссык-Куля. То Это есть- как? Сколько проплыть? Ну, проплыть можно километров 50-60, ну, то есть если... В ширину? Да, либо же сделать этап, то есть начать, грубо говоря, то же самое с Каракола, выплыть из залива, проплыть еще километров 50-60, ну, то есть потом пересесть на велосипед, километров 300-400, ну, 300, да, 300 километров Вокруг примерно. Иссык-Куля всего 400, 460. 460. То есть мы По-моему. проплываем, ну, грубо говоря, возьмем 60 километров, проплываем, остается 400. Так. Я думаю, 300 можно проехать на велосипеде и 100 километров пробежать. Да ты чертов псих вообще, ты что творишь? И ты это хочешь вообще без отдыха, что ли, То есть, чтоб люди да, делали? можно сделать это без отдыха. Я готов, я думаю, вы меня поддержите. Чем я тебя поддержу? Я тебе гидрик дам! Вот моя поддержка. Я думаю, ты вы чё, рядом будете. Не, Обязательно. не знаю, я буду слишком переживать. Я вот когда вижу, вот так получилось, что Эдуард Кубатов, который Да. забрался на Эверест, он тоже триатлет, мой друг, и вот я с ним, когда общался перед тем, как он уехал, я мысленно говорю, все, я вот даже не буду следить там за инстаграмом его, что происходит, где он там, потому что я буду слишком сильно волноваться. И в принципе так и получилось. Я так все попрощался с ним, особо не смотрел, не наблюдал, хотя периодически новости всплывали. Вот. А уже потом, когда все окей, все хорошо, я такой, фуф, отлично. Но, если честно, я вообще не знаю. Вообще я оптимист по жизни, но когда такие вещи мне говорят, я думаю, нет, это нереально. Вот. Вряд ли получится. Я тоже, получается, его знаю лично. Ага. Да, я сам вот услышал, когда об этой идее, честно. И вот до, получается, его восхождения Мгм. я как раз тоже увлекся этой темой гор, смотрел фильмы про Эверест. И у меня тоже, то есть, закралась идея в голову подняться на Эверест. И тут такое делает человек, еще и наш соотечественник, то есть, которого я лично знаю. То есть, ну, для меня это прям Да не, большим- он зверь большой мотивацией стало. То есть я на него смотрю и понимаю, насколько даже я сделал мало по сравнению с ним. То есть подняться на Эверест это очень... Не, ну сейчас очень сложно говорить, что есть мало, Да, что ну, есть много. Для меня, Я думаю, для меня он просто настолько крутой человек, крутой мужик. Это просто- Теперь ты тоже крутой человек и крутой мужик. Как минимум для меня Да. точно. Если, ребята, это видео будет популярным, будет много комментариев, много просмотров, продолжим эту рубрику, и я приглашу Эдуарда Кубатова сюда, и мы с ним точно так же пообщаемся, зададим ему интересные вопросы, ответы на которые, возможно, мы Да. еще не услышали. Слушай, ну а какие цели? Все-таки я правильно тебя понял, что следующая цель это что-то сумасшедшее в триатлоне и тоже на Иссык-Куль? Я думаю, да. В целом, ну что-то масштабное. Потому что я вот даже сейчас, я уже настолько стал зависим от этого. Я вот закончил это дело, и я думаю, а что делать дальше? Ну и сейчас, то есть первая цель — чемпионат Азии по триатлону. Хочу там как-то выступить, показать себя больше. Уйти Красавчик. немножко сейчас в триатлон, попробовать там себя. То есть спорт как именно спорт мне очень привлекательный, очень нравится. Круто, круто. Я Ребята, думаю, можно у нас да. впервые чемпионат Азии по триатлону на Иссык-Куле, и вот такие люди будут у нас участвовать. Круто. Очень. Слушай, спасибо тебе за то, что ты пришел. Было очень приятно пообщаться. Вообще, я тебе желаю всего хорошего. Увидимся на чемпионате Азии. Спасибо большое, что пригласили. Всем спасибо, друзья. Спасибо.